утро! Все, кто начинает свой день вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Это утро вторника. С вами встречаем мы, Руслан Начиров и Полина Долинская. Сегодня, дорогие друзья, в нашем эфире мы встретимся с очень интересными гостями. Во-первых, мы узнаем, как можно пройти диспансеризацию после ковид, а также узнаем, что такое цифровая карта жителя региона. А также мы узнаем, как пандемия сказалась на Институте брака, а также нас ждет наши постоянные полюбившиеся вам рубрики. Ну и хотелось бы напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Номер нашего WhatsApp 8 914 273 44 88. Отправляйте свои сообщения, рассказывайте, как проходит ваша рабочая неделя, делитесь последними событиями. Ну а также страничка в Инстаграме «Утро Якутии». Подписывайтесь, ставьте лайки. Кстати, сегодня в нашем эфире мы узнаем первых двух тех счастливцев, которые не только прошли вакцинацию, но и получат сертификаты на смартфоны. Мы желаем всем отличного настроения, бодрого утра. Ну и, конечно, начнем с прогноза погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах на столбиках термометрах была зафиксирована на отметке от 9 до 15 градусов. В заречной группе от 9 до 15. В южных, в Нерюнгри сегодня ожидается плюс 11, в Валдане теплее, плюс 12 градусов. В Вилюйской группе Улусов от 10 до 14 со знаком плюс. 12-17 градусов ожидается в Нижнеленских районах, в западных 10-13 градусов тепла. В Колымо-Индигирской группе Улусов сегодня прохладно, в Чукурдахе плюс 4 градуса в 6 часов утра, ну и в Уснере плюс 12. В Янских от 9 до 10 градусов, выше 0, на северо-западе от 8 до 13. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 13 градусов со знаком плюс, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики нам обещают преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с порывами от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем 24-26 со знаком плюс. Кстати, тепло возвращается снова в наш город. И, Руслан, когда-нибудь слышал ли ты, что можно охлаждаться с помощью чая, горячего чая? С помощью чая? Серьезно? С помощью чая, да. И сегодня я специально подготовила для тебя чайную церемонию. И хотелось бы немножко тебе рассказать о том, что вообще на Востоке есть особые традиции. Зеленый чай, кроме того, что он еще и тонизирует, еще есть свои определенные ритуалы, как все это делается. С чая начинаются все мероприятия, не только трапеза, но и также утро, день, завтраки и любое мероприятие, которое как-то важно на семье сказывается. Плюс ко всему, специально, если ты наливаешь не полную чашу, а вот именно до серединки, это значит с уважением. Если же наливаешь полностью, то гость может обидеться. И, кстати, отказываться от чая тоже не стоит, так что я желаю тебе приятного чаепития. Вот, можешь взять пиалу и попробовать. Чай очень вкусный, бодрящий. А почему ты сказала пиалу? Я всегда думал, что это пиала. Кстати, вот по поводу того, как правильно это говорится, это мы обратимся к нашему эксперту в нашей постоянной рубрике «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Наверное, я многих из вас удивлю, если скажу, что в литературном языке существует только один вариант произношения слова «пиала». Да, именно так, с ударением на последний слог. И другого варианта нет. А чтобы запомнить это верное ударение, давайте запомним такой веселый стишок. Красивая пиала, я ее в подарок приняла. С добрым утром еще раз. Давайте говорить правильно. Да, действительно, очень интересная информация.
теперь буду знать. Кстати, дорогие наши зрители, у нас вот такой вопрос. Какой чай вы предпочитаете? Черный, зеленый, горячий? Есть ли у вас, может быть, какие-то особые секреты? Может, кто-то холодный чай пьет? Кстати, вот пока я была в экспедиции, мы пили таежный чай, который вот именно из иван-чая заваренный. Очень вкусно. Друзья, пишите нам на WhatsApp, делитесь секретами своими, рассказывайте о своих чайных предпочтениях. Ну а продолжает нашу передачу, конечно же, самые актуальные и интересные новости к этому часу с Валерией Наумовой. Давайте посмотрим. Доброе утро! В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Кабмин выделил 2 миллиарда рублей на турпутевки по Российской Федерации для участников образовательных проектов. В этом году внутри страны смогут отдохнуть около 50 тысяч участников таких проектов, как «Россия. Страна возможностей» и «Российское общество знания». Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил на оперативном совещании с вице-премьерами. Премьер подчеркнул, что в России много красивых мест для путешествий – Айта, Байкал, Карелия, Камчатка и многое другое. Правительство Российской Федерации утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития библиотечного дела. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами. Также он добавил, что большое внимание будет уделено привлечению к работе в библиотеках молодых специалистов, которые обладают современными цифровыми компетенциями. Мишустин напомнил, что в ходе поездки в Томск в июле он ознакомился с уникальным фондом научной библиотеки Томского государственного университета. Премьер назвал этот фонд настоящей книжной сокровищницей Сибири. Кабмин направил 1 миллиард рублей на оплату больничных по уходу за детьми. Размер больничного больше не будет зависеть от стажа работы родителей. Как заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами, размер такого пособия составит 100% от среднего заработка. Глава Кабинета министров подчеркнул, что новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей. Увеличенные больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования, сообщил Мишустин. Также он заверил, что при этом не придется оформлять какие-либо дополнительные документы. Все расчеты фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа. Акционерное общество «Водоканал» объявляет для горожан акцию «Сделай прививку, снимем пени полностью». Условия участия – предъявить сертификат о прививке против ковид в одном из отделений Сбербанка, свериться с суммой задолженности за услуги водоканала и оплатить ее. Всем потребителям, выполнившим перечисленные условия, спишут пени полностью. Акция действует до 15 сентября этого года. По рекомендации правительства Республики Саха-Якутия акционерное общество «Водоканал» объявило акцию с 5 июля по 15 сентября при оплате услуг водоканала полностью снять пени нашим потребителям, которые находятся на прямом договоре, непосредственном способе управления и частному сектору. Акция проводится в целях стимулирования населения против коронавирусной инфекции. Минцифры и Минтруд начали новый механизм уведомления граждан о полагающихся им единовременных выплатах в размере 10 тысяч рублей на ребенка-школьника. Портал сам заполняет форму заявления, а затем отправляет пользователю соглашение зайти в личный кабинет, чтобы проверить корректность данных и отправить заявление в пенсионный фонд. Таким образом, портал сэкономит пользователям время и вовремя напомнит о получении положенных им выплат. Напомню, с 15 июля начнется прием заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей от семей с детьми школьного возраста от 6 до 18 лет, а также с детьми старше 18 лет, имеющими ограничения по здоровью, которые продолжают учиться в школе. Выплата будет осуществляться с 16 августа. В Амге начались работы по восстановлению старого русла речки Крестях. Ее протяженность 41 километр, и она изменила свое русло более 10 лет назад. С тех пор нарушилась экология речки Крестях, ухудшился рост сена на угодье, сбор дикоросов, гнездование птиц, а также нерест рыб. Амгинская инспекция экологии организовала комиссию, где обсуждаются вопросы по восстановлению речки. В проекте также будут участвовать ученые Якутии, учителя и учащиеся экологического клуба «Адонис» Амгинского лицея. Они еще с 2018 года изучают флору и фауну данной речки.
Сейчас как бы на сельском уровне вот этой комиссии, посовещавшись, решили на этом участке снизить скорость течения реки, чтобы вот не смывало вот эту насыпь, а вместо этой насыпи возвести дамбу, которая будет возвышаться над коренным берегом и будет капсулироваться бетоном, армироваться, капсулироваться бетоном. На этом у меня все новости. До встречи. Доброе утро всем, кто начинает день вместе с нами, а также тем, кто с нами присоединился. Кстати, напоминаю, что сегодня мы проводим опрос. За какой чай вы болеете? Черный, зеленый, холодный, горячий? Может быть, у вас есть свои какие-то предпочтения? Пишите нам на номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Ну, кстати, также мы принимаем ваши поздравления. У нас одно уже пришло с утра. С добрым утром! Сегодня с днем рождения поздравляем любимую сестру Борисову Матрёну. Желаем в этот прекрасный день солнечного настроения, здоровья, везения, удачи, долгих лет жизни, счастья в семье. С наилучшими пожеланиями из Татинского Улуса, Колесовы Анна и Федор. Любим, целуем, обнимаем. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям и отправляем их в Татинский Улус. Друзья, также, если у ваших родных и близких сегодня какое-то памятное мероприятие, обязательно тоже пишите, и мы поздравим их на всю республику. Кстати, хотелось бы вот рассказать, вот как ты боишься вообще высоты или нет? Ну, на самом деле, думал, что да, но недавно снимал испытание на себе вместе с промышленными альпинистами, и, в принципе, когда у тебя страховка, то, в принципе, не так страшно. Страховка, она все-таки делает, да, Ну, конечно, свое дело? конечно. А вот знаешь, я думаю, те участники следующей новости, о которых мы расскажем, даже при страховке тут нужно уже обладать уж действительно стальными нервами. 4 немецких слейклайнеров, да, установили новый мировой рекорд по хайлайну. Они прошли по стропе длиной 2 километра 150 метров, натянутой между горами на высоте 600 метров. Местом для этого они выбрали долину в шведской Лапландии. Этот рекорд стал командным достижением, все пользовались страховкой, на руку слэклайнерам сыграл полярный день. В середине лета здесь солнце не заходит за горизонт. Это дало команде больше времени на то, чтобы установить рекорд в течение дня. Смотришь на этот, дух захватывает, а вот испытывать это на себе, это, наверное, действительно нужно, во-первых, кроме того, что обладать смелостью, так еще и, я думаю, какой-то особой физической подготовкой. Да, действительно, но вот, много нужно заниматься, чтобы быть такими же гибкими, сильными и иметь такое отличное равновесие. Ну а для тех, кто не особо борется, гонится за мировыми рекордами, мы предлагаем сделать вместе с нами утреннюю разминку. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей... И теперь начинаем разминать свой позвоночник. Колени мягкие. Делаем повороты вправо-влево. Вкручиваемся и ощущаем, как разминается позвоночник в грудном и поясничном отделе. Теперь заглядываем на противоположную пятку, скручиваемся больше. В конце поворота выдох. Хорошо, закончили. Еще одно упражнение на позвоночник – это журавль, пьющий воду. Руки сложили на живот, колени мягкие. Вдох, вниз. Сначала идет поясница, грудь, плечи, голова. Вверх. Поясница, грудь, плечи, голова. Пропускаем волну по позвоночнику от копчика до основания черепа. Ощущаем, как волна передается от позвонка к позвонку. Дышать не забываем. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Отлично. И теперь обратное движение. Черепаха выглядывает из панциря. Вниз сначала идет голова, плечи, грудь, поясница. Идем до самого низа. И дойдя до низа, сначала вверх идет голова, плечи, грудь, поясница. Копчика. И в последний раз давайте. Вдох, выдох. Дышать не забываем. Вдох, выдох.
Поднялись. Хорошо. Стряхнули. Напряжение со спины. Теперь разминаем тазобедренные суставы движениями из стороны в сторону. И поехали круговые движения. И сань, сыу, обратно. И сань, сыу. Теперь разминаем колени. Поставили ноги вместе. Ладони положили на колени. Ладонями помогаем коленям вращаться. Поехали. И сань, сыу. В обратную сторону. И сань, сыу. Открываем, закрываем. И сань, сыу. В обратную сторону. И сань, сыу. Хорошо, выпрямили ноги. Мягко давим на колени, ощущая, как растягиваются подколенные связки. Чуть согнули колени, чуть округлили поясницу. Выпрямляемся. Стряхнули ноги. И теперь разминаем лодыжки. Поехали, вращаем ногой. И сань, сыу. Обратно. Сань, сыу. Поменяли ногу. И сань, сыу. Обратно. Сань, сыу. Ну что ж, мы сделали простейшую суставную гимнастику. Теперь давайте настроимся на позитивный рабочий день. Ноги поставили на ширину плеч. Колени мягкие, поясницу расслабили. Плечи свесили вниз. Макушкой тянемся с едва заметным усилием к небу. Ладони можно сложить на пупок. Прикройте глаза. Вспомните самый счастливый момент жизни. Внутренне улыбнитесь и наполните энергией улыбки все свое тело, все пространство вокруг себя, спереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Сияйте своей энергией улыбки, освещайте все вокруг, как солнце. И опускаем руки, приставляем левую ногу к правой, выпрямляем ноги. Всем хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Полина, а ты умеешь собирать кубик Рубика? Ну, ты знаешь, попытки у меня были в жизни, но вот всегда получалось так, что вроде бы из 9 секторов у меня они 8 одного цвета, и последний 9 он у меня почему-то никогда не совпадал. А вот что касается других сторон, там была полная каша. Ты знаешь, я не зря взял с собой сегодня кубик Рубика, потому что сегодня, 13 июля, празднуется Международный день головоломки. А связано это дата с тем, что сегодня день рождения венгерского архитектора, скульптора, изобретателя Эрно Рубика, который получил, соответственно, свою популярность и известность благодаря объемным головоломкам, к которым относится также и кубик Рубика. Кстати, насколько мне известно, даже сейчас уже устраивают чемпионаты на скоростной сбор, вот именно кубика Рубика. Друзья, а какие еще даты, события выпадают на сегодняшний день, узнаем в нашей постоянной рубрике. 13 июля – Международный день головоломки. По народному календарю, если кукушка продолжала куковать после 12 июля Петрова дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а снег выпадет поздно. 13 июля 1837 года королева Виктория стала первым английским монархом, поселившимся в Букингемском дворце. 13 июля 1871 года в лондонском Хрустальном дворце прошла первая в мире выставка кошек. Для мероприятия разработали его концепцию и регламент, впервые определили стандарты пород, ввели градацию по окрасам и длине шерсти. В этот день в 1882 году начали работу первые в России телефонные станции. 13 июля 1923 года в Лос-Анджелесе на склоне горы появилась знаменитая надпись «Голливуд». Первоначально она была написана как «Голливуд-ленд», не имела никакого отношения к кино и означала рекламу нового жилого района, но сразу же стала привлекать к себе туристов. 13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу. Страна получила право на проведение турнира за счет победы своей сборной на Олимпийских играх 2 раза подряд. 13 июля 1798 года родилась Александра Романова, российская императрица, супруга Николая I. 13 июля 1894 года родился Исаак Бабель, советский писатель и драматург.
В этот же день в 1923 году родился Михаил Пуговкин, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. 13 июля 1928 года родился Валентин Пикуль, советский писатель. Именины в этот день празднуют Андрей, Варфоломей, Григорий, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Фаддей, Филипп, Фома и Яков. Государство страны, а также нашей республики стимулируют граждан на вакцинацию. Это помогает, во-первых, увеличить сроки общей вакцинации населения, а также сформировать тот самый коллективный иммунитет. Знают ли якутяне и как относятся к этим инициативам? Давайте мы узнаем об этом из опроса, который был проведен на улицах страны города Якутска. Слышали вы о том, что правительство России и республики стимулируют граждан для получения вакцины всевозможными акциями, бонусами, привилегиями? Ага. Как вы думаете, это правильно, это нужно? Это нужно и правильно. А вы сами вакцинировались? Конечно. Порядок должен быть, тогда болезни не будет. Мне кажется, нет, это лишнее. Это всегда хорошо, стимулирование граждан. И ты не просто получаешь вакцину, а ты получаешь еще какой-то бонус. Мне это не нужно. Это мое здоровье. Выбор каждого. Сам человек должен сам определять. Надо, наверное, стимулировать. Вирусологи страны напоминают, что прививка от COVID-19 поможет сформировать коллективный иммунитет, который в последующем и поможет свести новую коронавирусную инфекцию на нет. Многие в России предприниматели уже начали проводить какие-то дополнительные стимулирующие акции. Можно получить мили на авиаперелеты, также можно получить бонусы и привилегии в местах общепита. О том, какие есть дополнительные поощрения у нас в городе Якутске, мы узнаем в этом сюжете. Якутия вслед за многими российскими регионами активно внедряет меры поощрения для привившихся. Одними из первых идею подхватили рестораны и другие места общепита. В нашем ресторане сейчас по QR-коду или справкам о первой прививке, мы даем литр лимонада в подарок. Без разницы, сколько людей за столом, сколько показывают, столько и выдаем. Мы это сделали, конечно, в поддержку нашим гостям, в поддержку сотрудникам, так как мы тоже заботимся и о здоровье граждан, и о здоровье своих сотрудников. И очень было приветливо встречать людей, которые пользовались именно этой акцией. Насидевшись в 4 стенах во время локдауна, многие, особенно семьи с детьми, отметили, что были рады послаблениям ограничительных мер и первым делом отправились в места культурного досуга – парки, театры, музеи. Но несмотря на соблюдение всех мер предосторожности, риск заболеть коронавирусной инфекцией все же сохраняется. И это, безусловно, может испортить все впечатления от отдыха. Вывод один – прививка необходима. Мультимедийный исторический парк «Россия. Моя история» также решили поддержать ответственное отношение граждан. Для того, чтобы каким-то образом этот процесс стимулировать и содействовать ему, мы объявили такую акцию. Я знаю, что и другие учреждения культуры тоже участвуют активно в этой акции. Мы предложили нашим посетителям 50% скидку до конца августа при предъявлении QR-кода, или другого способа предъявления подтверждения о вакцинации. То есть таким образом мы даем возможность вакцинированным людям получить какие-то для себя, хоть небольшие, но привилегии. Вакцинироваться или нет – это личный выбор человека. Но каждый должен помнить, что от его решения зависит безопасность не только его близких, но и всей республики. Ну что, дорогие друзья, сегодня мы готовы уже огласить итоги еженедельной акции по стимулированию вакцинации и поощрению ответственного отношения к безопасности здоровья граждан «Стоп! Коронавирус Якутия». Напомним, акция стартовала в прошлый вторник, 6 июля. С того момента в течение недели до 8 часов вечера вчерашнего дня граждане, получившие первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, могли подать заявку для подтверждения участия в акции на портале e-yakutia.ru. И сегодня мы узнаем итоги, кто же стал обладателями смартфонов. Итак, смотрим на экран.
На сегодняшнюю дату, 13 июля, количество участников составляет 839 человек. Курс доллара США в рублях по данным Центробанка Российской Федерации 74,6336. Берем последние 4 цифры после запятой. Что касается курса евро, данные также представлены Центробанком Российской Федерации 88,6050. Количество участников мы умножаем на последние 4 цифры курса доллара на минувший день. И получается, что таким образом первый победитель под номером 532. Владислав, город Якутск. Последние цифры мобильного телефона 3633. Второй победитель выявляется также, только вместо курса доллара курс евро на минувший день. И получаем цифру 508. Победитель номер 2, номер 508, номер заявления 122 3081, Аял из города Якутска, телефон, последние цифры 6580. Мы поздравляем первых победителей, и по вашему номеру телефона организаторы позвонят и сообщат условия получения сертификатов на смартфон. Также мы напоминаем о том, что акция проходит в 2 видах. Первая акция еженедельная, то есть здесь участвуют в розыгрыше смартфонов те участники, которые в течение недели с начала акции зарегистрировались после получения первого компонента вакцины. Также и, конечно, финальная. В ней принимают участие все те граждане, которые прошли полную вакцинацию. С начала вакцинации по всей стране. Акция продлится до 30 августа текущего года. Каждую неделю мы будем объявлять победителей. Обладатели финальной акции станут обладателями сертификатов. 3 сертификата автомобилей «Лада 4х4». 31 августа мы объявим в прямом эфире нашей программы победителей. Где же узнать условия акции? Конечно, можно ознакомиться на сайте fondyakutia.ru и инстаграм-страницы Фонд Якутия. Участвуйте, друзья, выигрывайте и побеждайте. Обезопасьте себя и своих близких, сделайте вашу жизнь безопаснее. А также обязательно получайте, друзья, вакцину. Ну а мы двигаемся далее. Те, кто уже коронавирусной болезнью переболел, помимо бесплатной вакцинации еще и предусмотрена диспансеризация. Сегодня гость нашей студии Рима Яковлева, врач-пульмонолог медицинского центра города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, кому полагается та самая диспансеризация после COVID-19? Ну, в общем, с 1 июля этого года в программу территориального обязательного медицинского страхования включили пункт об обязательной диспансеризации лиц, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Эти люди, которые перенесли коронавирусную инфекцию, делятся на 4 группы. Это по тяжести своих сопутствующих заболеваний. И согласно этих групп будет приоритетность диспансеризации. В первую очередь мы будем проводить диспансеризацию первой группе. Это лица, которые перенесли коронавирусную инфекцию и имеют 2 и более сопутствующих заболевания. Например, сахарный диабет, гипертония. Но в основном это будет касаться лиц пожилого возраста, потому что понятно, что у них больше сопутствующих заболеваний, чем у более среднего возраста молодых людей. Значит, эта диспансеризация будет проводиться в 2 этапа. Первый этап, он общий, включает в себя общеклинические исследования, общий анализ крови, биохимический анализ крови. Но биохимический анализ крови, он будет более развернутый. Там будут такие показатели, да, такие как фибриноген, дидимер, которых мы априори вообще не делали. Да. Это для чего нужно? Они нужны для того, чтобы определить сопротивляемость сосудистой стенки, чтобы узнать, как сосудистая стенка ведет себя после заболевания. И она направлена на раннее выявление, значит, поражения сосудов, которые впоследствии поражают, допустим, сердце, мозг, почки и так далее. Также на первом этапе есть такое исследование, как называется спирометрия. Тоже это что такое? Это исследование, да, которое довольно редко мы делали для выявления бронхообструктивных заболеваний, для выявления скрытых различных заболеваний, таких как хобл, астма и так далее. Но в связи с тем, что вот в программу входит это исследование, мы, значит, в срочном порядке начинаем приобретать это оборудование, везде устанавливать, обучать персонал, потому что, как я еще сказала, как я говорила, мы очень редко делали это исследование. Теперь это исследование будет доступно очень большому количеству граждан, и они смогут выявить свои скрытые заболевания. Также в этот первый этап входит тест 6-минутной ходьбой. Тоже довольно-таки простой, довольно тест, да, но мы, к сожалению, да, им не занимались вообще
а теперь вы тоже мы прошли все обучения, будем это проводить. Этот тест направлен на выявление скрытой сердечной недостаточности. Вроде бы человек ходит, да, вроде бы здоровый, а после проведения этого теста выявляется, что у него есть скрытая сердечная недостаточность, начиная с первой стадии. Очень интересный такой тест, а мы в своем учреждении уже начали его проводить, сделали разметки по всей больнице, там накупили секундомеров и так далее. А значит, также в первый этап входит обычная рентгенография легких, ну и, понятное дело, осмотр специалиста. Римма Николаевна, вот у меня вот такой, может быть, немножко личный вопрос. В начале этого года я уже перенесла коронавирусную инфекцию. Она у меня протекала практически бессимптомно, то есть в легкой форме. Могу ли я рассчитывать на диспансеризацию? Да, вы, конечно, можете рассчитывать на диспансеризацию, потому что вы в одну из 4 групп обязательно войдете. Как я уже сказала, первая группа приоритетная, которая имеет 2 и более заболевания. Вторая группа – это которые лица имеют 1 заболевание. Третья группа – это лица, которые 2 последних года в больницу не обращались. И вообще не, последние 2 года. А 4-я группа, которые в поликлинику вообще не приходили последние 5 лет. И поэтому 4-я группа, да, она, конечно, попадет по диспансеризацию в самый последний момент. Почему я так говорю? Потому что мы работаем согласно списков тех, которые включены в федеральный регистр лиц, перенесших ковид. Очень много же людей перенесли без обращения в поликлинику. Они выявляют это потом, что они перенесли, да, и они попадут... На основании анализа да, на антитела. На основании анализов, да. Они считают, что они переболели. Некоторые считают, что переболели тяжело, да, на самом деле, как там было, неизвестно. Но, тем не менее, мы будем на сегодняшний день работать только с федеральным регистром лиц, перенесших ковид, а уже после этого в заявительном характере мы будем проводить диспансеризацию лиц, которых нет в федеральном регистре. А вот так принцип работы основан первое время будет таким образом. Вот. Ну и дальше по поводу, значит, первый этап, когда лица прошли, есть специальная таблица, чек-лист называется, и где мы выявляем ту или иную патологию по результатам первого этапа. Если там выявляются изменения, мы отправляем на 2-й этап. 2-й этап действительно он углубленный, он включает в себя помимо компьютерной томографии легких, электрографическое исследование сердца, эхокардиографию и включает в себя УЗИ сосудов нижних конечностей. Да, тоже довольно-таки трудоемкие, затратные исследования, но мы их будем проводить. И также туда же входит в комплекс осмотр всех специалистов в зависимости от той патологии, которая имеется. Поэтому наши поликлиники на сегодняшний день проводят подготовительный этап. Они закупают оборудование, обучают специалистов, потому что очень многих специалистов, да, если они в городе есть, то в центральных районных больницах их нет, да, но это обязательный комплекс, который они должны пройти. Поэтому у нас сейчас подходит подготовительный этап, мы формируем списки. И в нашей поликлинике, в медицинском центре города Якутска, мы уже начали проводить эту диспансеризацию для медицинских работников. То есть первая группа риска, да? Которые перенесли коронавирусную инфекцию. Для того, чтобы наработать навык, опыт, и потом, когда к нам придет массовое население, чтобы мы могли как бы спокойно и доступно все это сделать. Спасибо большое. Ну и последний вопрос. Как долго это продлится? Вот эта диспансеризация возможна и доступна для граждан? Нет, диспансеризация на самом деле началась уже сегодня. Уже началась? Да, поэтому лица, которые перенесли ковид, о которых я уже сказала, относятся к первой группе, они должны ждать звонка, который обязательно к ним поступит, и они по звонку придут. А мы будем работать только по звонку. Мы будем приглашать на определенное время в определенный кабинет. И мы построили своим образом обследование, что мы за 1 день это обследование завершим. Ну, по крайней мере, первый этап. Ну, Римма Николаевна, да, спасибо вам большое за очень полезную информацию и, конечно, желаем вам отличного дня. Спасибо большое, вам тоже. Несмотря на то, что новая коронавирусная инфекция – это очень страшное заболевание, но есть, оказывается, и плюсы. Кроме того, что можно, во-первых, обратить внимание на свое здоровье, также можно еще обратить внимание на свои отношения. Оказывается, институт брака укрепился в период локдауна и пандемии. Да, по крайней мере у нас в республике статистика ЗАГСа показывает, что количество разводов стало меньше. За первые месяцы 2021 года в Якутии зарегистрировали почти 9 тысяч браков. В прошлом году их было вдвое меньше. А, к примеру, в Ленском районе в текущем году брак зарегистрировали 80 пар. В прошлом году эта цифра составляла 60. Внесла какие-то очень серьезные коррективы. Гости пока наоборот, оставляем, люди стали к понятию семья относиться как-то более с какой-то ценностью. Потому что в прошлом году на регистрации браков мы пропускали только 2, это жениха и невесту. Было больше слез,
было больше эмоций, было больше переживаний, чем с гостями. Ну и в продолжении мы... Хороших новостей. Да, хороших новостей. Мы также предлагаем вашему вниманию самые актуальные новости на этот час. Доброе утро! В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил план модернизации информационной системы ЖКХ. Сейчас с ее помощью россияне могут узнать о сроках проведения капремонта в их доме, внести показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, принять участие в электронных голосованиях собственников жилья, а также написать обращение или жалобу. Теперь система будет модернизирована, появятся новые сервисы и будет разработано специальное мобильное приложение. Развитием займется новый оператор АО «Оператор информационной системы». Кроме того, ГИС ЖКХ планируется интегрировать с другими региональными и муниципальными информационными ресурсами, а также с единым порталом госуслуг. Усовершенствовать работу ранее поручил президент России Владимир Путин. Минпромторг просит выделить из Фонда национального благосостояния 1,5 триллиона рублей на российские самолеты. Министерство разработало план создания линейки конкурентоспособной продукции авиационной промышленности. Проект предусматривает производство 735 новых гражданских самолетов до 2030 года. На его реализацию потребуется почти 2 триллиона рублей. Основную часть средств хотят привлечь из ФНБ. Минздрав обновит рекомендации по лечению COVID-19. В новую 12-ю версию временных методических рекомендаций Минздрава войдут новые подходы к лечению коронавируса. Об этом и рассказал главный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов. Он рассказал также, что в России сейчас доминирует дельта-штамм коронавируса. Некоторые препараты, применявшиеся до сих пор только в стационаре, предложили использовать в амбулаторной практике или на этапе дневного стационара. А в стационаре раньше начать предупреждение избыточного воспаления, чем делали в предыдущую волну. В России подешевело подсолнечное масло. Ожидание более высокого урожая в крупнейших странах-экспортерах подсолнечного масла России и Украине в последние недели привело к обвальному падению цен на мировом рынке, сообщил директор аналитического центра Савекона Андрей Сизов. По его словам, цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке под давлением экспортных котировок также начали снижаться, но не такими быстрыми темпами, как мировые. В середине декабря 2020 года для сдерживания роста цен на подсолнечное масло Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, поставщики и ритейлеры подписали соглашение о фиксации цен. Договоренности закрепили предельные оптовые и розничные цены на подсолнечное масло 95 и 110 рублей. Соглашение действовало до 1 апреля, но позже его продлили до 1 октября. Далее Минсельхоз не планирует его продлевать. Тем временем, в связи со стабильной пожароопасной обстановкой, национальный парк Ленские столбы открыли для посещения. Соответствующий приказ опубликовали на странице парка в Инстаграм. Возобновлен прием заявок на бронирование билетов и гостевых домов. При этом все еще находятся под запретом сплавы и выезды по реке Буатама. Также отмечается, что на территории Хангаласского района установился 2-й класс пожарной опасности. Завершается первая смена в детских летних лагерях. Так, на период первого сезона открылись порядка 270 лагерей, а из них 20 труда и отдыха, 227 дневного пребывания, 22 стационарных в закрытом режиме. Удалось охватить 11 тысяч детей. При этом на вторую смену запланирована работа 218 лагерей с охватом более 8,5 тысяч ребятишек. Всего на работу в первую смену было привлечено почти 2000 сотрудников. Из них 92% вакцинированных, остальные имеют медотвод. На сегодня, согласно всем требованиям Роспотребнадзора, разрешается в наших стационарных лагерях работать в закрытом режиме. То есть сотрудники и дети проживают все 21 день непосредственно в лагере. И наполняемость лагеря составляет где-то примерно 75% от проектной мощности. Это были все новости. Отличного дня.
В Якутии началась выдача карты жителя региона. Что из себя представляет данная цифровая карта, доступ к каким сервисам она может предоставить и как ее оформить, мы спросим у нашего гостя, который уже находится в нашей студии. Это заместитель министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха-Якутия Петр Николаев. Петр Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что из себя представляет цифровая карта жителя региона и для чего она нужна? Ну, давайте немного истории. Наша республика уже начиная с 2006 года внедряла единый социальный проезд в городе Якутске. Численность держателей таких карт 36 тысяч человек. С учетом данного опыта правительством республики принято решение по расширению, так скажем, перечня сервисов. И выпустили, вот я с собой в студию принес, может граждане посмотреть, как карта выглядит. Пожалуйста. То есть эта карта, во-первых, можно ей осуществлять платежи, а также здесь и предоставлены еще личные данные, да? Да, личные данные, есть определенные ID-карты, то есть это многофункциональная банковская карта. То есть она визуально выглядит так, как обычная карта, но внутри у нее есть определенная, так скажем, начинка, определенные приложения. А что внутри вот этой карты? То есть для чего она нужна, вот как она облегчит жизнь пользователя? Ну, первое, во-первых, это банковское приложение. Каждый гражданин сможет, допустим, оплатить любые финансовые услуги, либо получить определенные выплаты, пособия, пенсии, зарплату. Второе – это транспортное приложение, о котором я уже сказал выше, то есть в общественном транспорте можно будет оплачивать. Третье – это идентификационное приложение, это когда гражданин, посещая определенные социальные объекты, нет необходимости ему предъявлять удостоверение личности, то есть какая-то идентификация идет. В-четвертых, это скидки определенные, да, вот, в тех социальных объектах, которые мы уже включили в проект, и скидки в организациях партнеров. Это магазины, супермаркеты и так далее. Ну, смотрите, несмотря на то, что карта очень универсальная, потерять ее, это значит потерять многое. То есть и документ, удостоверяющий личность, а также еще и способ оплаты. Вот как обезопаситься от мошенников? Система безопасности, как вот на этой карте? Ну, система безопасности, она и как в любой банковской карте, она действует на достаточно серьезном уровне. Если гражданин потерял, то он может обратиться в уполномоченный банк с заявлением, чтобы карту заблокировали, либо потом ее восстановили. А для кого? То есть какой возрастной период, да? То есть, да, карта, как можно получить ее? Да, карта у нас выдается не всем жителям республики. Есть определенная категория граждан, которая, она, так скажем, предназначена. Это 25 льготных категорий. Это, к примеру, пенсионеры, многодетные семьи, участники. Социальная. Да, вот социальная карта, вот, да, получается, участникам Великой Отечественной войны, ну и малоимущие семьи. Но с октября этого месяца мы планируем ее расширить, то есть внедрить на всей территории республики и выдавать всем гражданам. Ну, то есть, понятно, конечно, какие-то сервисы и льготы будут недоступны, но основные базовые вещи, допустим, банковское приложение, транспортное, идентификационное, то есть будет доступно для всех граждан. А вот такой вопрос по поводу идентификации. Достаточно ли будет этой карты для того, чтобы подтвердить личность гражданина? Да, достаточно. Других документов с собой, то есть гражданину предъявлять нет необходимости. То есть, да, вот какие-то либо справки, удостоверения там, многодетной семьи и так далее. То есть достаточно показать карту и назвать, так скажем, ID, указанную вот на оборотной стороне этой карты. Ну и карты жителей региона внедряются также и в других регионах нашей страны. А чем отличается карта нашего региона и что она из себя будет представлять вот в будущем? И можно ли будет ей пользоваться, допустим, за пределами республики? Да, вот действительно в других регионах есть похожие карты. Допустим, в Москве есть карта москвича, в Питере есть карта петербуржца. Да, есть схожие моменты, но у нас отличие в том, что есть идентификационное приложение. Да, вот, и в будущем мы планируем внедрять мобильное приложение, чтобы повысить удобство. И сейчас работаем и ведем переговоры, допустим, с городом Москва и по части того, чтобы наша карта тоже там у нас считывалась. То есть эта работа у нас ведется, здесь мы тоже думаем с коллегами. Ну, Петр Васильевич, да, спасибо вам за очень интересную информацию. Надеемся, что данная карта будет очень полезна жителям нашего региона.
Кстати, а вот еще такой вопрос. Будущее уже, видимо, наступило, глядя на эти карты. А вот есть ли у вас любимые книги? Может быть, вы увлекались фантастикой в детстве? Да, вот что касается книг, из последних я бы хотел отметить книгу, которая мне очень понравилась. Это книга Арсена Томского «Индрайвер. От Якутска до Кремниевой долины». Я рекомендовал бы всем молодым людям прочитать ее. Она очень вдохновляющая, интересная, и она наша, так скажем, да, про нашего парня. Это очень вдохновляет и стимулирует к развитию. Но мы не зря задали этот вопрос, потому что впереди у нас наша постоянная рубрика «Книжная полка». Татьяна Устинова по праву считает первой из лучших. Из-под ее пера вышло более 40 романов, большая часть из которых экранизирована. Суммарный тираж книг на сегодняшний день составляет более 25 миллионов экземпляров. А сама автор удостоена многочисленных наград. Татьяна Устинова родилась 21 апреля 1968 года в российском поселке Кратово. Несмотря на яркую склонность к гуманитарным дисциплинам, Татьяна в 1991 году закончила факультет аэромеханики и летательной техники. Ей довелось работать переводчицей с английского языка, редактором одной из телепередач и также сотрудничать с пресс-центром Бориса Ельцина. В 1998 году ее сократили из-за изменений политического климата в стране, что стало большим ударом для Татьяны. Но Татьяна не опустила свои руки и начала заниматься своим любимым делом. И уже через год была закончена ее первая книга и готова, собственно, к публикации. Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканале «Якутия-24» я познакомлю вас с романом Татьяны Устиновой, который называется «Жизнь по слухам одна». Книга с любопытной детективной линией, где много любви и добра. Книга читается легко и интересно. Я бы рекомендовала ее к прочтению в дороге. Как раз сейчас время летних отпусков. В основе сюжета начальник собственной охраны провинциального губернатора Глеб Звоницкий прилетает в Питер по делам. И совершенно случайно в гостинице «Англия» он встречает Катю Мухину, дочь того самого губернатора, у которого он когда-то работал. Их связывают давние дружеские отношения. При этом Катя всегда была немного не от мира сего, а Глеб по привычке решил было, что снова должен спасать и защищать девушку. В детективе очень много героев. Татьяна замечательно описывает каждого из них, но давайте остановимся на самых главных героях. Итак, это Глеб Звоницкий и Катя Мухина. Глеб Звоницкий сильный, но правильный, и свою правильность он всегда пытался подтвердить верными решениями. Более того, он высоко ценил справедливость, но в отношении себя он почему-то всегда оказывался лгуном. Катя Мухина – девушка со скрытыми талантами, которую почему-то всю жизнь затюкивали. И это привело к тому, что во взрослой жизни она оказалась совсем не готовой самостоятельно принимать решения. И когда все же пришлось, в ней открылась недюжинная сила. Помимо хитросплетений в этом детективе между героями, подробно в книге описывается жизнь из мира селебрити и их звездную болезнь. Детективу можно поставить твердую 5, и, конечно же, мы рекомендуем ее к прочтению. Приятного чтения! Помимо чтения, в летний период еще можно много чего интересного делать, кстати, на даче. Ну, а на даче она такое место, где ты без дела сидеть не будешь. Кстати, Руслан, ты когда-нибудь у тебя было такое, что тебе приходилось реставрировать мебель? Ну, на самом деле было пару раз, достаточно хорошо получалось, но тем не менее в конце, когда ты это сделал, понимаешь, что лучше, наверное, приобрести новые вещи или... Лучше сразу приобрести. Да-да-да. Кстати, очень зря, потому что иногда вещам можно внедрить вторую жизнь. И я вот предлагаю посмотреть, познакомиться с Прасковьей Абрамовой, которая стала героиней нашего нового проекта «Подворье», который рассказывает о том, как можно подарить вещам вторую жизнь. Действительно, очень интересные работы для всех тех, кто заинтересовался. Так уютно, да, сразу это все? То вы можете увидеть в новом
в нашем проекте «Подворье» нашу героиню, которая будет состоять сегодня в 10:30 утра. Ну и, соответственно, она поделится с вами своим опытом и секретами реноваторского дела. Слушай, мне кажется, эти вещи, несмотря на то, что они, как бы видно, что они уже не первый год служат своему хозяину, а после того, как в них вдохнули вторую жизнь, они, по-моему, даже еще приобретают еще большую ценность, потому что ты это сделал сам, с душой, своими руками. Очень замечательно. Действительно. Но, дорогие телезрители, мы желаем вам, конечно, всегда находить что-то новое, интересное, заняться, например, восстановить мебель, почему бы и нет. Ну и, конечно, желаем вам отличного, бодрого утра. Если кто-то только проснулся и не успел посмотреть нашу программу, он также, наверное, и не успел насладиться теми самыми пустынными улицами, которые бывают по утрам. Мы предлагаем вам посмотреть нашего велосипедиста Петра Шестакова, который по утрам очень любит кататься на велосипеде. Да, наш коллега, кстати.